Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. О чем говорит тишина? Что же на самом деле происходит, когда оба молчат? Если тема вам это интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, загадайте на себя и на любимого человека, либо на того, кто вам интересен. И давайте посмотрим, о чем же говорит тишина между вами. Убираю я Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, что же нам расскажет песок? Что нам расскажет и покажет песок? Так, было у меня подозрение, что так и будет, так оно и пришло. Вы кармическая пара. Вот классическая кармическая пара. Два человека, связанные кармой. Знаете, вот именно ваша ситуация называется так. Вместе не могу и врозь мне никак. Вот это про вас. Смотрите, я вижу, что между вами давно как будто бы не было общения, либо между вами утрачена какая-то цепочка общения, да? То есть вы либо через зубы разговариваете, и то крайне как-то редко. Вы можете даже жить вместе, вы можете проживать даже в одном доме, но вы стали холодными и чужими людьми друг другу. Между вами слишком много обид, слишком много недосказанностей и нежелания идти, мириться, идти на контакт, идти на уступки, идти на ужимки какие-нибудь, да, и двигаться в одном направлении. То есть каждый зациклен на том, что я прав, да, правда за мной. Я победитель, я лидер, я решаю, я последняя инстанция. Да? И он, и вы, вот вы очень похожи и очень разные. Вы как отражение. Вот вы можете видеть свои черты в нем, и также он улавливает свои черты в вас. Но, как ни странно, эти черты не самые лучшие, да, не самые позитивные, поэтому отношения не складываются. О чем говорит ваша тишина? Ну, во-первых, о том, что вы оба баранчики, очень упрямые. Простите, я никого не хочу обидеть, но я вижу, что вы очень упрямые люди. Оба очень упрямые. Тут, чтобы с вами какой-то диалог вести, чтобы вы могли договориться, я не знаю, тут пуд соли надо съесть, никак не меньше. Мужчина очень вспыльчивый, но и вы тоже, девочки, не подарочки, вот честно. Вот он такой быстро воспламеняется и очень долго гаснет. А вы, наоборот, вы долго вот так накапливаете, потом раз, и ядерный взрыв, да, и всем досталось, да, всех долетело. Вы потом сожалеете о том, что вы делаете. Вы отходчивая, но вот терпеливая, отходчивая девушка. А он наоборот, он такой вот сразу можно уколоть, укусить, высказаться. При этом вот за счет количества его вспышек проявлений вы перегораете иногда. Да? Вот невозможно столько долго в себе носить вот эти вот микрообиды. А он вам микрообиды наносил. То есть каким-то словом, каким-то высказыванием, каким-то, может быть, жестом. И вот у вас все это оседало, все это у вас скопилось. И потом, конечно, происходили взрывы. Нужно ли быть вам вместе? И я вам скажу такую вещь, что, скорее всего, вы вместе еще будете, причем будете не раз. И эти отношения очень сложные. Эти отношения, здесь без семейного психолога их не построить, да? Их невозможно осуществить без чьей-то вот квалифицированной помощи. Мои милые, вот только не обижайтесь на меня. Здесь люди, они друг друга, вот вы друг друга дублируете полностью. То есть он ушел в себя, обиделся, и вы отвернулись. Вы отвернулись, он отвернулся. То есть здесь нет человека, который бы сказал: окей, я пойду на примирение. Возможно, в прошлом вы пробовали, но он вас обижал. Обижал, причем так вот прям,
как чуть ли не ноги вытирал, да, вот прям, приползла, там, знаете, я не хочу это повторять, то есть говорить вообще, это неприлично. То есть какими-то вот он вас цеплял. После этого вы сказали, да иди куда хочешь, делай что хочешь, я не хочу тебя не видеть, не слышать. Кстати, человек мог еще быть таким, обещал и не делал, а потом он мог говорить, ты что, не получилось, да, планы поменялись, что я должен был сделать, да, я хотел, я там мечтал осуществить, да, там, то, что я задумал, что я пообещал, но нет, у меня не получилось, планы поменялись, ситуация поменялась, так и так я как бы не могу. А вы человек обязательный, а вы не понимаете, как это. Если я пообещала, если я сказала, да я в лепешку разобьюсь, но я это сделаю. Здесь очень много моментов притирки. Притирка, которая вот между вами, она какая-то бесконечная. Если посчитать количество там дней, когда вы спорили, ругались, то это будет просто, я не знаю, бесконечность. Вы могли поругаться вообще на любой мелочи. Взгляды могли разойтись по любой ситуации. При этом, еще раз говорю, вот желание не уступить, а желание протолкнуть и продвинуть именно свою правоту, свою правду. Вот это все губит и вот это все зарубает. Мало того, со стороны мужчины у него есть какие-то истеричные нотки, то есть у него есть какие-то женское какое-то начало, да, и черты какие-то женские. Вот он очень обидчивый. Я не удивлюсь, если он был, например, очень плаксивым мальчиком, да, таким, знаете, мог потом поплакать, пойти там нажаловаться. Он мог жаловаться маме в детстве, мама его поддерживала и говорила, ты что, ты у меня самый лучший, а все там плохие, все нехорошие, там прочее. Ну, а у вас, кстати, наоборот, вы человек с высокой социальной ответственностью. Вы такая, знаете, вот человек слова, да, сказала, пообещала, сделала. Вы боевая, вы резкая, вы борец по натуре. Возможно, вы рано, там, я не знаю, повзрослели, пришлось вам рано повзрослеть. И вы никогда ни от кого ничего не ждете и не просите. Да? То есть вы не ждете милости от природы, вы берете то, что вам нужно. Вот. Ни перед кем не кланялись, да, шапку не гнули. Поэтому вы не привыкли к такому поведению. И тем более уж для вас это вообще какой-то нонсенс, да, что мужчина ведет себя таким образом. Кстати, этот мужчина, если у него мама где-то рядом, то он всегда к ней ходит. Он, конечно, может говорить, вот моя мама такая, вот моя мама сякая, я никогда ее не слушаю, но будьте уверены, что 100%, да, он ее слушает, да, он полностью делает все то, что она ему говорит, советует и рекомендует. Он может даже с ней ругаться, говорит, ты что, мама, нет, я взрослый мужик, я никогда не буду этого делать. И тут же он забывает о своих словах и делает ровно так, как сказала его мама. Если этот человек женат, либо у него есть какие-то другие отношения, кроме вас, то там то же самое. Вот женщина, с которой он находится, она его полностью контролирует, и он под ее влиянием. Даже если у них действительно нет никаких отношений, там, ни интимных, ни любовных. То есть просто люди живут вместе, но знайте, что он полностью под ее властью. Человек слабенький в этом плане. Если вы сильная, то он слабенький. Но вы не хитрая, вы не лиса, вы никогда не будете играть роль, вы честная, вы прямо говорите так и так, то и то, да, то есть у вас нету тени, полутени, у вас либо свет, либо ничего. А ему так не заходит, ему очень хочется, чтобы ему подыгрывали, чтобы ему там говорили, а что он должен делать, настоящий мужчина, и он такой, что должен делать, и ждет, пока вы ему скажете, что же он должен делать. А потом вы еще должны похвалить его за это, что вот ты же настоящий мужчина, ты же так сделал, да, или ты так сделаешь, ты мой там умничка, ты мой молодец, вот тебе там конфетка, заслужил. Вы знаете, отношения, вот вы сходились, вы расходились, вы еще и будете сходиться и расходиться. Это, знака бесконечности я, конечно, у вас, слава богу, не вижу, но вижу, что вы друг другу должны очень многое. То есть он должен вам, а вы должны ему. Когда вы вместе, между вами образуется достаточно густая энергетика, которая может быть как разрушительного качества, да, то есть у вас могут там лампочки перегорать, электроприборы портиться, не знаю, там животные могут из дома убегать, там какие-то казусы могут происходить, когда вы вместе, особенно когда вы ругаетесь. И наоборот, если у вас все хорошо, если вы вот прям отдаетесь этой любви, нежности, то у вас идет созидательная энергетика, у вас все хорошо, там у вас прекрасная атмосфера, вы там быстро выздоравливаете, вас там обходят всякие болячки, хвори, неприятности, понимаете? Но в том-то и суть, да, что
чтобы выйти в этот плюс, чтобы приумножить это все, нужно себя немножечко прокачать. А что же самое сложное? Всегда легко найти негативную черту, либо негативный аспект в партнере, а в себе очень сложно, тем более уж его прокачать. Вы знаете, когда вы вместе, вы обнажаете вот узкие места друг друга, вот как хотите, вот прямо вам говорю, хотите обижайтесь, хотите нет. Я не ради хайпа гадаю, я пытаюсь помочь разобраться людям. Поэтому вы обнажаете проблемы друг друга, либо узкие места, либо какие-то ущербные места. И вот это вызывает главное раздражение, понимаете? И если вы и ваш партнер научитесь принимать эту ситуацию и прорабатывать свои узкие места, которые вы же обнажили, то я вижу, что эти отношения, они могут выйти еще и в положительную плоскость, положительный аспект. Будете ли вы вместе? Да, еще не раз вы будете сходиться, и также вы будете расходиться. Стоит ли вам продолжать? Но это не ваша воля. Вы тут ничего не решаете, ни он, ни вы. Вас постоянно сталкивают, сводят высшие силы. Пока вы не пройдете все свои уроки, пока вы не дадите все свои долги, вы и дальше будете сталкиваться в разных форматах, при разных обстоятельствах. Мои дорогие, эта карма работает, тут ничего не поделаешь. Вы друг к другу идете кармическими. Эти отношения никогда не бывают простыми, и не в силах человек эти отношения начать, либо не в силах человек эти отношения закончить. Все решается там наверху, мои дорогие. Что я хочу вам сказать? Терпение, меняйтесь, прорабатывайтесь. Если вы хотите быть с этим человеком, то нужно меняться и нужно менять его. То есть даже не так. Вы должны поменяться, и он должен поменяться. Я бы, конечно, посоветовала здесь семейного психолога. С этого человека нужно, с этого специалиста вам нужно начинать. И я думаю, что может вам и помочь, и действительно какие-то вещи для вас станут проще восприниматься будут, и вы действительно можете многое поменять. Мои милые, счастья вам, удачи и всего самого наилучшего. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.